Военные напали на штаб участников общественного формирования «Аскер». Этой ночью бойцы 34-го батальона 57-й бригады на бронетехнике ворвались в штаб гражданской блокады на админгранице с Крымом. Руководил захватом штаба «Аскер» майор Сергей Шпанько. Общественным активистам удалось прогнать нападающих со своей территории, но без стрельбы не обошлось. Приказ чей? Вы сказали, вы выполняете приказ. Чей приказ? Вы не представились. Ты знаешь, что это батальон Наман Чербиджихана? Его русские расстреляли, разрезали, на куски выбросили в море. Он по личным кураторам Мустафы Джемилева находится, этот батальон. Это лучшие, на самом деле, сыны Украины, которые здесь находятся. И ты пришел сюда с автоматом? Во время столкновений пострадал председатель Херсонского регионального меджлиса Ленур Люманов и активисты формирования «Аскер». Позже представители вооруженных сил Украины извинились перед активистами, а председатель гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов заявил, что конфликт исчерпан. За вчерашнее событие приношу свои извинения. Надеюсь, что мы с вами дальше будем нести службу совместно. Все, что мы где-то чуть-чуть поломали, мы все до ума доведем, все сделаем. Но это решать нашему генералу. Вот. Еще раз. За вчерашние ночные события приношу свои извинения. Хочу сказать, что у нас инцидент исчерпан, у нас нет проблем со сбройными силами Украины и не с законом Украины. У нас одна цель – это возвращение Крыма. Крыма не просто как АРК, а Крыма именно Крымская татарская территориальная национальная автономия в составе Украины. Глава Меджлиса Рифат Чубаров встретился с министром обороны Украины Степаном Полторако. Они обсудили ночной инцидент, после чего Полторак заявил, что готов рассмотреть заявление членов общественного объединения «Аскер» о добровольном желании служить в составе крымского подразделения бригады морской пехоты военно-морских сил Украины. По завершению встречи стороны пришли к выводу, что инцидент исчерпан. Начало формирования крымского подразделения будут рассмотрены заявления членов общественного объединения «Аскер», тех, которые выявят желание в предусмотренном законодательством Украины порядке добровольно служить в составе крымского подразделения бригады морской пехоты ВМС. И мы договорились о том, что формирование этого подразделения будет осуществляться с учетом вероисповедания и традиций личного состава. Мы в нашем коммюнике также записали, что в этом подразделении будут созданы условия соблюдения религиозных потребностей верующих разных конфессий.